Вот это бревно именно для меня приготовлено, чтобы я сел, отдохнул, чай попил, обзор хороший там спереди. Вот я, наверное, здесь чуток передохну. Ну, километров 7, наверное, не меньше я прошел уже. Снежок ночной был. И перекурю, отдохну. Собаки пусть тоже передохнут. Айда в основном работает, бегает туда-сюда. Вот так. Уф. Устал немножко уже. Так, ну тут там спереди площадка видно. И тоже сыро. Ну, везде кругом так. Здесь тоже не очень приятно было идти. Кругом такая вода стоит. Вон бездельник идет. Ну, сейчас хоть впереди был. Вон, смотрите, что-то между ними есть. Что-то чувствуется, что-то опасается. Вчера драка жесткая была. О, смотри, какая-то. Айда близко не подпускает. И вчера драка была. В коридоре они что-то не поделили. Ну, территорию. Там Айда обычно ошивается, чтобы потом зайти в избушку. Не кусайтесь. Так, с будки выгоняет Тулан ее, а в основном рулит пока Айда. Между ними такая, ну, как сказать, дистанция есть. Все равно наблюдаю. План. Волчара. Но он любит свежие следы, свежий запах, все свежее. Старый вот этот лось или олень, кто он там пробежал, даже 0 эмоций. Я думал свежий, а нет, это не свежий там был. Да. Ну вот. Нигде никто не курлычет, косачей не видать, не слыхать. Здесь прошли те места хорошие такие, где вот именно каждый год их я вижу, бывает стреляю. А в этом году не урожай, в общем. Сейчас пройдем вот здесь и опять налево повернем. Там дорога будет подниматься. По ходу еще посмотрю там. Возле несколько болот там пройдем. И если ничего не будет, буду спускаться уже в сторону избы. Но дорога дальняя еще. Очень много еще идти. Это первый перекур пока у нас. Если кого-нибудь увидим, может еще больше круг сделаю. Но вряд ли чего мы сегодня увидим кого. Так. Сейчас я им тоже хлеб дам. И большой перекус у них тоже будет. Порядок приводят себя. Айда, 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 айда. Kyllä nan, kyllä. Айда. Айда, молодец. Злюка тоже. Самая ласковая, но если разозлиться, там тоже может укусить. За себя тоже может постоять. Главное у обеих, вот у собак вот здесь вот черный вот тут. И у Тулана тоже. Все одинаково, расцветка, будто мать с сыном. Хотя и вот здесь тоже вот белая, и у него тоже белая. А хотя и хвост, он черный и черный. Все один в один. Лапы также он белые, грудь. Но все одинаковое. Одна нившевская, а другой с Ембы, с Княжпоговского района. Вообще, небо и земля расстояние. А вот расцветка одинаковая. Мой рюкзак в крови, но это так и должно быть, в принципе. Все, перекус. Где-то там
за опушкой лебеди летят. Но я их не видел. Там сперва слышал. Но они низко летят и вон там кричат. Ага, угу-гу, кричат. Я думал, сидят там. Здесь тоже болото есть. Я на площадке. Попили чай, отдохнули. Идем дальше. Огромная площадка тут. Видно, здесь много рубили. По площадке видно, что дофига тут работали. Прямо большая. Обычно площадку делянка, скажем, 5000 или 10 тысяч, а площадку дают, блин, вообще маленькую. А здесь по площадке, по размеру площадки и делянки здесь немалые были. Но у меня видео было уже, я ходил тут, пересекал эту площадку, ходил по этому маршруту, ходил, все это было в принципе, но по разным, и там тоже вот елки-палки, если туда сходить, я там еще не был, и в принципе, если по тому месту сходить, пойти вон туда и на дорогу. Но так и сделаю. Что я буду по одной и той же местности ходить? Елки это интересно. И там старая вырубка, наверное, тоже. Туда еще не ходил. Да, поменяю я маршрут, в общем. Чуть круг больше будет, но ничего, нормально. Потому что где елки с сосной, в смешанном лесе как-то дичь более держится. Попробую новый уголок посмотреть. На будущее уже буду тоже знать. Если что, навигатор подниму и по навигатору буду ходить. Компас я не взял сегодня. Куртка у меня другая. Так, ладно, сейчас сходим, посмотрим. Вот улан лает. Это заяц был там, ребят. Айда, айда, айда. Айда. Сейчас учует, сейчас тоже побежит. Сейчас. О, все. Взяла след. Тут, короче, заяц был. Белый, как снежок. Интересно. За сезон второго зайца уже вижу. Вот тут. Где-то вот тут, наверное, он сидел. Выскочил. Ну, тулан увидел, сразу побежал за ним. Я ничего не успел сделать. С собакой рядом. Туда-сюда ходят. Так он не спеша, так трык, прыжки так я сделал. Короче, я зашел сюда, а тут старые лесопунктовские вырубки. Ельник ельником, а непроходимая чаща. Елки-палки тут стоят. Но и прохода тоже нету. Короче, я буду направляться к дороге, к своему маршруту. Опять лай. Уже далеко. Это тулан. Все еще бежит за зайцем. Но это тулан лает. Як он так лает. Там заяц был. Лес, в принципе, хороший. В такой тайге. И уже новый лес. Скоро вообще тайга будет.
Косачи должны быть здесь и бухари. Так, густой, конечно, правда, ходить хреново. Так, сейчас такой кружок еще сделаю. Фиг с ним, сегодня уже начал. В этой стороне покружусь, посмотрю. Заодно лес. И главное, никем не занятый. Видно, тут никто не охотится. Где он лает-то? Слышу, где-то ручей лает течет. Подожди, где он лает? Я где-то слышу ручей. Так, ладно. Будем разбираться. Сейчас покружу тут еще. Ну, на еловый лес, значит, точно ручей где-то тут. Сейчас посмотрю. Иду по крайней этой вырубки. Лес хороший. Лес хороший, место хорошее для охоты. Пока не встречалось ни одной ловушки, ни капкана, ничего. Тут никто не охотится, между прочим, никто не занимал тут. Хотя тут, если ловушку насторожить, слева вырубка, справа ручей. Побежали у меня собаки вон куда-то вон туда. Следы пошли вниз. Побегают, придут. Ну, туланчик, конечно, он азартный на пушнину. Не знаю, когда вернется, но звать не буду. Сам возвращается. Бывает где-то час может пропасть. Так. А тут уже новый зачес. Это не старый вроде. Или нет, не свежий даже. Как будто тропинка, непонятно. Ну, пойдем. Не люблю по чужой территории ходить, но если буду встречаться какие-то ловушки, я сразу моментально отойду. Это не в правилах. Это не в правилах. Тут как будто тоже был. Ну да, она как-то когда-то здесь ловушки есть. Вон они. Старые, какой-то охотник тут, видимо, ходил очень давно. Вот на рябчика ловушка. Я смотрю, как будто тропинка. Вон там еще ловушка. Первый раз я тут, ребят. Я еще тут не был. Да. Ну, заброшенный уже. Уже пару лет ничего никто не настораживал. Но, как сказать, путик тут стоит, есть. У кого-то есть, да. Все, короче, отходим. Здесь, наверное, как-то срежу я. Конечно, хорошо тут идти, но не по правилам, ребят. Все, короче, валим отсюда. Сейчас надо навигатор поднять, или я не знаю. Как примерно, наверное, пойду. Собаки пока не возвратились. Не знаю, где они. Так. Ладно, сейчас на дорогу как-то стрижем, выйдем, в общем. Айда пришла.
От Тулана пока еще не видно. Вот мы идем оттуда. Свернули от, ну, как сказать, от путика. У охотника какой-то путик, но заброшенный уже. Там не настораживал уже несколько лет. Иду по вырубке вон здесь. И Тулан, блин. Вот. Не люблю, когда он долго ходит, блин. Еще хрен знает где от своей избушки. Если отстанет, блин. Ну, подождем. Через час точно придет. Вон он, ребят. Вон он идет. Хорошо. Ну, уже ясно, понятно, что мне не надо тревожиться, что Тулан не придет, если отстал или еще. Собака идет. Собака ищет, находит хозяин. Это уже все. Это уже у него, как сказать, в крови будет. Если глупый пес, он может там на одном месте топтаться, ждать хозяина. А этот идет. Тула, а? Где заяц? Где заяц? А? Туланчик. Где заяц? Айда. Без зайца пришли. Ну, хоть одного пушного видели сегодня. Это да. Вот это поход. Такого похода еще у меня на охоте не было. Почти неделя в тайге. Ничего не подстрелить, кроме одного рябчика. Жесть. Хотя бы на километр одну дичь видеть или же пострелять. Да уж. Богатая наша тайга. Так что все дело в весенней погоде. Если весна теплая, и урожай будет осенью. В эту весну, думаю, все погибли. Все птицы погибли. Малая часть как-то выжила, а в основном все погибло, потому что весна была дождливая и холодная. Картошку в июне посадили. Ну, обычно я вот по этому волоку здесь прохожу. А я туда вот пошел, посмотрел. Но не стоит нам туда ходить дальше в следующий раз. Потому что не такое большое место, где хороший лес. Там дальше ручей идет. Тоже хреново ходить. Я лучше, наверное, здесь и буду по своему маршруту ходить в будущем. Тем более там какая-то территория чужая. Ну вот, осталось, наверное, полкилометра, и там трасса будет. Это просто волок. Это зимник. Может, по этой трассе как-то вывозили лес с той площадки, а основная дорога там впереди. И тут тоже такая куча вон. И такая старая, свежая, вообще брусничная. Вон туда он пошел. Вон, у него остатки вон падают. Короче, вон туда. Не меленький, тоже не маленький. Кабанчик ходит тут. И тут дорога уже. Да. Ну все, вроде как дошли. Сейчас будем идти строго на север. Вот она трасса. И там ручей. Там горка, видимо, подниматься. Блин, и туда хочется, и сюда хочется. Но туда точно не пойду.
просто возвратиться, там другие пути. Не знаю, что за ручей. Но подъем, конечно, там большой. Спуск не маленький и подъем такой серьезный. И там тоже сосняк. Нет, не пойду туда. И тут вырубки тоже вон. Короче, пойдем мы на север. О, вот тут эта дорога идет, ребята. Помните, мы на север ходили. Изба там еще возле ручья. Вот за этой избой чуть выше эта дорога еще туда поднимается. Но до туда не доехать. До туда там все заросло. Здесь более-менее этот сосняк. И как-то ездили еще раньше, но позже. А в том месте севернее там уже елки-палки, ельники. Ой, блин, заросло там непроходимо. Ни на лыжах, ни пешком, а тем более на технике ни на чем не проехать. Но эта дорога, да, до туда. Ну, поднимается, знаете, хрен его знает, до сколько там она. Там уже и близко Зыковская вырубка уже. Там буквально до них эта дорога заканчивается. И до Зыковских этих, ну, как сказать, бараков, туда-сюда. Ну, километров 4, наверное. 4, так, подожди, обманываю. 4, ну, километров 6, наверное. Не меньше 6, ну и не больше, где-то 6-7. И там уже начинается уже все Зыковская вырубка. И там лесопунтовская, эта дорога заканчивается. Тупик все, больше там. Дальше они не ездили. Но я кругом, я побывал, уже все знаю, конечно, где что. Конечно, в этом местности не знаю. Ну тут поле кругом. Сплошные вырубки. Там нам тоже, думаю, все вырублено. До села, можно сказать, все. Леса нету. Ждем, когда вырастет новый лес. Но это уже, как сказать, внукам. Внуки уже, когда будут, тогда уже полноценный лес выйдет. Вот так. Ягоды. Ну, тут болото. Тут уже, ребят, кто смотрел мои, как первые фильмы, все то же самое, тот же маршрут, в принципе. Последний раз здесь ходил, наверное, снега не было, вот только сейчас снег. Противная дорога, в принципе, это пешком ходить. Вот сейчас я перейду это болото, потом сухо будет. Где-то с полкилометра. Вот там 5 такое же болото. И бесконечно так. Болото, ягодь, болото, ягодь, болото, ягодь. Все однотонно так. Тяжело устаешь. Вот так. Что-то пытаются, ищут, нюхтят. Толку. Завтра, не раздумывая, завтра уже, наверное, поеду. Я убедился, что лес пустой. Это последний шанс был сегодня. По таким местам прошли. И 0. 2 куропатки и заяц. Ну да, заяц еще видел. Ну да, тут, конечно, пройти болото. Ладно, будем идти. А тут, наверное, олени прошли. Вон. Несколько штук их. Штук 3-4 точно. Вон следы. Свежие даже. Или ночью, или вчера, сегодня, непонятно. Но факт, что уже по снегу они прошли. Вон оттуда.
И в принципе он где-то пришли, вон такой круг сделали. Такой круг. А там перехода не было нигде. Они, наверное, здесь где-то и были. И вон почесали он туда. На середине болота я, короче, тащусь. Вот так. Хоть бы поснимай, где они. Не увидишь. Тулан насторожился, смотрит. Они светлые, белые, это же их, в принципе, можно увидеть, если будут прыгать мельком там, мелькать. Может, они на 10 километров уже прошли. Фу, обалдеть похода. Вот это тренировка. Тренировка. Пулей пробежали мои. 2 куропатки выскочило. Но пока вынимал из кармана этот видеокамеру. Вот тут они сидели. И улетели вон туда куда-то. Я, короче, пришел вот с этой дороги. Вон туда тоже дорога идет. И кругом, смотрите, вот эти болото, болото, болото. Я уже устал. Все уже обошли. Она где-то здесь. А вот. Да. Наша просека. Я уже буду спускаться. Туда дальше не пойду. Потому что смысла я не вижу ходить по таким болотам. Ни возле болот, ни на ягодевых местах. Ни одного взлета не было, ребят. Все, шабаш. Тут если только на какой-нибудь технике или на этих, как сказать, на каракатах сейчас модно каракаты покупают. Вот можно еще прокатиться как-то, сколько возможно. А пешком, вон обратно пришли. А пешком, честно, трудно, тяжело. Опять, вот скажем, 400 метров болота. Там пруток будет ягель. Не знаю, по сколько метров. И опять болото. И вот так идет, чередует. В общем, спускаемся по этому просеку. И я еще по тайге поброжу там. Там уже лучше по тайге, чем возле болот. Айда, что-то не худит. Сейчас поздно, ребята, там искать. Не уже далеко. Вот 2 штуки было. Белые даже. Совсем белые уже, все. Оперение у птицы уже, у куропатки белая, у зайца шкура уже, мех поменял, все тоже белые. Все уже, зима. Зима уже, зима, ноябрь на носу. Сегодня 21 октября. Вот. Ну вот, это болото, о чем я говорил, вот круг такой сделали, немалый. Очень большой круг, и возле болот ничего вообще, ничего. Я удивляюсь, я иду и удивляюсь. На таком расстоянии, чтобы ни одной птицы, первый раз такое. Да. Ну да ладно. Сейчас спущусь до столба, а там уже на север пойду. На север пойду, там ручей будет. Ручей, наверное, переходить не буду. Возле ручья так еще пройдусь. Там тоже сосняк, ельни, хорошие места. Такой кружочек сделаю. Можно, конечно, не останавливаясь по этому просеку. Как сказать, в начале фильма, который пересекал я, просеку, вот это и есть.
начале этой серии. Сразу не пойду, у меня еще как бы время есть. И хочу еще побродить. Просто еще где что возможно. Более хорошие места пройду. И уже точно напрямик пойду к избе. И все. Еще сегодня сети проверить. И буду собирать рюкзаки. Еще одну ночь переночую. Завтра уже с утра, чтобы не спеша уже думать. Думать уже домой возвратиться. Так. Ну да, болото очень большое тут. Квартальный столб там стоит. Я бывает оттуда поднимаюсь до квартального. Потом пересекаю это болото. Вон туда. На дорогу выхожу и здесь обхожу. Ну, по разному пути хожу тоже. Туда-сюда брожу. Но сейчас более сухой вариант я нашел, как более круг бы побольше, но суше. Там это топкое болото. Топкое болото и ходить фигово всем.